Вот я в отчим доме. У сестры, как всегда, чистота, уютно, красота, цветы, женское счастье у нее цветет, герань. Красота какая. Посмотрите. Здесь тоже она посадила цветы. Вот все цветы у нее цветут. А вот моя сестра. Привет всем! Здравствуйте, как ваши дела? Мне нормально, кажется. Спина чуть-чуть болит, но потихоньку хожу, работаю, сажаю. Надеваться. Во дворе уже везде чистота, порядок. Ну, ладно, самые дети говорят, ругают, не надо сажать, не надо чистить, не надо, поможем. Разве ждать можно? А ты их не ждешь. Да. У меня своей работы много, если дождешься. Потихонечку. Кушать Да. охота потом. Ну да. Рвать надо свое. Ну, тебе кушать дали бы, конечно. Ну, Тебе так, сам процесс тебе нравится. да, мне самой охота ходить. Спина болит, Своя рвать. позвоночники трещина, до сих пор не заживает. Сейчас уже не так буду ходить. Все равно ходит. На уколах. Как лежать, как терпеть? Лежать-то никак. Хожу вот так. Помогает вот. Друзья приехала, вот помогает. А то жду их. Ага. А минут еще чуть шевелись. Деваться некуда. Невестка с сыном Ришатом помогают, молодцы. А когда он уезжает на работу, смену принимаю я. А, второй партии. Да. Вторая смена уже. Ничего, нормально. Молодцы. Хорошо, что у меня сестра живет в отчим доме. Наш дом не закрытый. Я очень-очень даже рада, что наш отчий дом не закрытый. Живет сестра. Вечером приезжаешь, на окне свет. Днем приезжаешь, двери открыты. На двери замок не висит. Слава Всевышнему. Сейчас мы с сестрой съездили на кладбище. Немножко почистили. До этого племянник с невесткой тоже почистили кладбище у могилки. Вот. Теперь мы с цветами пошли. Навестили все-таки. И то хорошо радуемся, что мы можем тоже ходить на кладбище, ухаживать за могилами, молиться за них. Вот мы очень рады. Добрый вечер, мои уважаемые подписчики и гости моего канала. Смотрю сестру свою, вспоминаю, как она радовалась, как она работала, как она старалась жить, радоваться, нас радовать. Очень любила огород, принимала гостей, всем старалась помогать. Когда я приезжаю, всегда она выходила, встречала меня, улыбалась. Ее улыбку я никогда не смогу забыть. Она радовалась, как дитё, что приехала сестренка, посидим, поговорим, что-то решим. Я очень рада, что у меня сестра жива-здорова, хотя болеет, но все равно сама за собой ухаживает. Если что, мы помогаем. Пока еще, да. Пока еще хожу, дай Бог. Дай Бог вам здоровья, 19 ноября не стало нашей любимой сестры Саимы. Она, конечно, болела в последнее время, но старалась нам не показывать, что ее не стало
это большая трагедия для нас. Даже не верится, что ее нет. И в нашем отчим доме тоже на двери висит замок. Это, конечно, очень печально. Как наша любимая мамочка, она нас встречала, угощала, чем смогла. Даже маленькому гостинцу она радовалась, как дитё. И старалась отправлять моим детям тоже что-нибудь, да, какие-нибудь да гостинцы. Она была очень хорошей, доброй матерью, сестрой, тетей. Была очень чистоплотной, работящей, всеми любимой. Как нам жить теперь без нее? Провожать в последний путь пришли ее все родственники, соседи, односельчане, все знакомые. Спасибо за это всем. Ну, на этом я свой ролик заканчиваю. Всем желаю самое главное здоровья, удачи, семейного благополучия и мирного неба над головой. Берегите себя, берегите своих любимых, берегите своих родных.